Сотрудники Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда отработали навыки на горнолыжном курорте, а для этого сами встали на лыжи и сноуборды. Откопать попавших под лавину помогали собаки кинологов. Советы от спасателей выслушал мой коллега Чермен Улубиев. В этом году зима радует любителей экстремальных видов спорта. В горах Северной Осетии выпало достаточно снега для катания на лыжах и сноубордах, а значит и риск возникновения внештатных ситуаций на горнолыжном склоне повышается. На горнолыжной трассе спасатели чувствуют себя словно опытные спортсмены. В день проезжают не меньше 20 километров, патрулируют склоны, а заодно улучшают навыки катания и могут в любой момент прийти на помощь. Такие моменты, когда ты находишься на природе, когда холодно, когда ветер, чем быстрее оказана помощь, чем быстрее человек эвакуирован из опасной зоны, тем больше вероятность, что с ним все будет хорошо. Вблизи горнолыжного склона лавиноопасные очаги. И хотя в последние годы отдыхающих они не беспокоят, спасатели отрабатывают и такой элемент. Поиск под лавиной сначала ведут с помощью датчика. Многие спортсмены используют такое оборудование. Оно подает сигнал из-под снега. Позже пострадавших ищут вручную. Так, вперед! Попавший под лавину, если у него забивается там ротовая носовая полость снегом, то у него шансы минимальные. Очень важно, чтобы попавшего под лавину была какая-то воздушная полость перед лицом, тогда шансы увеличиваются в разы. В штате поисково-спасательного отряда 2 собаки. Натренированы и на работу в завалах, но больше любят снег. Условного пострадавшего находят в сугробах за 3 минуты. Тот еще не успел замерзнуть. Бывали всегда разные проценты нахождения людей, но собаки, если в лавине находились люди, то они их всегда находили. Такого не было, что собака прошла и после нее кто-то... Но на это тоже влияет ее подготовленность. А если встанет канатка, висеть долго в воздухе не придется. Спасатель поднимается на опору и по тросу спускается к горнолыжнику. С помощью альпинистского оборудования человека спускают с небес на землю. Сделать это спасатель может в одиночку. Если в ущелье света не будет, канатка у нас на электродвигателях. У них есть на канатокосильной дороге, на нижней станции дизельный двигатель. Дизельный привод, включают реверс и обратно людей спускают медленно, но спускают. Все может быть, и дизель может сломаться, поэтому мы эти навыки отрабатываем ежегодно. В случае экстремальных погодных условий канатную дорогу не запускают, а склон закрывают для спортсменов. Это помогает избегать чрезвычайных ситуаций, но даже в хорошую погоду дежурство не отменяют. Чермен Улубиев, Александр Галкин, Мир 24.